В этой игре заслуженная закономерная победа Гомеля. Команда играла во всех компонентах лучше. Тяжело рассчитывать на победу, это касается моей команды, не произведя ни одного удара в створ ворот. И тяжело рассчитывать даже на ничью, имея 5 практически буллитных выходов соперника 1 в 1. Поэтому первый тайм нам совсем не то, что не удался, он был безобразный в исполнении. Вот, в втором какая-то появилась хотя бы подобие структуры, но, в общем-то, плохая была игра. Я думаю, что будет время. Конечно, не хватило эмоций, команда, наверное, была выхолощена. Плохо другое, что команда играла 2/3 времени игрового без характера. Вот это очень плохо. Поэтому еще раз поздравляю Гомель с победой. Спасибо большое. Может быть, вопросы есть? Гомельская ведомость. Игорь Николаевич, а в чем главная причина, что совсем мало созидательной, скажем так, работы на поле было? Совсем мало, это вы комплимент. Ну, я имею в виду. Ее не было. Я имею в виду Поэтому, моменты. ну, я говорю, что команда, во-первых, было нарушение игровой дисциплины во всех линиях, и команда играла без эмоций. Вот в этом вся причина. То есть какая-то просто какое-то безволие было. Пожалуйста. Ігор Миколаївич, перше по-білоруську. Я понимаю. Іван Мицкевич, белорусский футбол, АБФФ. То, что сегодня застались на лавці Козлов, Жуковский, Яблонский, это ротация после Кубковой гульни с Шахтером? Ну, мы хороший матч провели с Шахтером, очень хороший в плане содержательности, поэтому, конечно, через 3 дня играть, ну, не тяжело, это нормальный, совершенно нормальный график, но мы решили, видя, какую игру тоже провел предыдущую Гомель с Батэ, знали их там сильные стороны, слабые стороны, поэтому мы просто хотели освежить состав. Люди отдали много сил в борьбе, у нас были шансы с Солигорском, но это дело прошлого, поэтому это были, скажем так, плановые замены, плановая ротация. По большому счету до этой игры мне казалось, что команда хорошо готова. Может, здесь дело даже не в физическом состоянии, на самом деле это были неплохо готовы. Вот именно был какой-то не то, что недонастрой, и Гомель оказался просто быстрее и мобильнее. Зробили вы 3 замены у Перапынку. Это была такая плановая рэч, яку планували увесь перший тайм ці менавіта у Перапынку, хтось По этой игре, как мы выглядели, особенно в первом тайме, если говорить объективно, можно было произвести 6 замен, но всего можно по регламенту 4. Вот, поэтому, конечно, это не плановые замены были, это были замены, которые были направлены на усиление игры. В какой-то степени, опять же, это субъективный момент, в какой-то степени нам удалось его немного усилить. Но здесь вроде тоже вопрос в том, что Гомель достаточно организованная команда, поэтому счет был 2-0 достаточно комфортный для команды соперника. Чтобы рассчитывать на что-то, нам надо было в первые 15 минут гол забить. Но этого не получилось, и у нас по большому счету подходов-то особых не было, за исключением штрафного, который Якимов исполнял. Вот. А так эти были замены направлены на то, чтобы улучшить игру. Вопросы, может быть, еще есть? І ще таке питання, не по сьогоднішній гульні, а по такій тенденції. У вас позицію лінійчика закриває Артур Мулієвський, ваш брамник. Як можете прокоментувати такий вибір? Ми пам'ятаємо помилку Курганського у Слуцьку. І ось як можете відзначити гульню Артура? Дело не в ошибке Курганского в Слуцке.
Дело в том, что, ну, во-первых, Артур, он основной вратарь молодежной сборной. В принципе, достаточный какой-то у него класс есть. Исходя из тех игроков, которые соответствуют возрасту Лиминчика, исходя из тех моментов, которые мы уже использовали в начале чемпионата, когда играл Пасевич, мы остановились на выборе Артура, хотя, конечно, он, скажем, не сильнее ни Димы Дударя, ни Сергея Курганского. Но вот такая ситуация, что он хороший вратарь, его вины-то нет в пропущенных мячах. Вот. Поэтому это просто выбор из того, что у нас есть по лимиту молодых игроков. Рады победе, рады, что эту победу добыли сложным с оппонентом, сложной командой, хорошей командой. Вот, и тем она еще более приятна. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Перед тим, як ви з Івано-Франківський білоруський футбол обережно в тебе, до речі, я про білоруську буду. Ось перед тим, як ви змінили Ігора Зайця, отримав він пошкодження у стику з суперником. Як можете прокоментувати його стан зараз? Состояние его. Ну, с ним все хорошо, спазм. Рабочая ситуация, спазм. Мы планировали, мы знали, перед игрой у него было недомогание, и мы понимали, что рано или поздно это потребуется. Ну вот, момент настал, мы были готовы, отреагировали, и замена была готова. Скажем так, рабочая ситуация, рабочий момент. А Гомза? Ну, у Гомзы тоже спазм, и тоже он немножко жаловался, что был определенный дискомфорт, и мы также понимали и закладывали эту замену. Но опять же, это плановая замена, можно так сказать. Рано или поздно, опять же, эта замена состоялась, вопрос когда. Но чуть-чуть, да, ситуация затянулась, и, может быть, Зайца стоило и раньше поменять. Ну, вопрос, требовала игра или не требовала. Вот. То, что с Димой, ну, примерно в этом диапазоне временном мы и планировали его поменять. Но по факту и поменяли. Иван Сергеевич, сегодняшняя победа будет ли стимулом в игре с «Динамо» в очередном туре? Стимулом? Любая, вы знаете, как любая игра стимул. И сегодня она стимул. Почему? Потому что, ну, Гродно — это замечательная команда. И я и говорил ребятам, что это команда, которая не даст легкой прогулки, это команда, которая будет вести единоборство на любом участке поля, это опытная команда. И так оно, в общем-то, состоялось. И, конечно, стимулом каждой победы служит выиграть. «Динамо» тоже будет стимулом, почему нет. Вот. И хочется побеждать. Я говорил ранее, что мы пытаемся побеждать в каждом матче. Вопрос, где-то удачно, где-то неудачно складывается ситуация, это уже немножко другого порядка вопрос. Но готовимся и стремимся к этому. Тем более старт как-то вот свел Гомель с командами такими, как... Ну, жребий, как получилось, так получилось. Да. Ось такий цікавий статистичний момент. Німо Гомель перемогчи Нємець з 2013 года. Там, здається, 12 гульних скільки Німо Гомель перемогчи. Може, глядели таку статистику, ніяк настроили команду по особливым на гэтых соперникам? В рамках статистики, да, первую часть вопроса. Статистику я не знал. Я не буду тут лукавить, я ее не знал, и я не знал этой детали. Вот. Ну, я думаю, она бы ничего не поменяла бы. В рамках того, то, что про команду вы спросили соперника Гродно, ну, я еще раз повторюсь, это мое абсолютное мнение, то, что это замечательная команда и это сильная команда. И тем еще более приятная и ценная победа,